Здравствуйте, дети, родители, учителя. Сегодня у нас проводится, нетрадиционный, будем говорить, концерт, но мы постараемся его проводить в традиции. Это у нас, этот концерт называется «Рождественские встречи». Можем назвать его еще и рождественским концертом. Это определенный итог, результат первого полугодия, где вы сегодня увидите выступление всех инструментов, которые у нас имеются в музыкальной школе. Кроме инструментов мы услышим сегодня младший хор, начнет наше мероприятие, старший хор, оркестр. К нам сегодня в гости пришли наша администрация Камрадского района в лице Топал Ивана Петровича. Приветствуем. Слово предоставляю Ивану Петровичу. Уважаемые дети, родители, преподаватели, мы с удовольствием сегодня присоединились к празднованию вот такого рода рождественских, новогодних таких праздников. И нам очень приятно находиться вместе с вами. Это наша подведомственная организация. И хочу сказать самые лучшие слова в адрес всех тех педагогов, которые работают с детьми. На сегодняшний день, насколько я информирован, 320 детей обучаются в музыкальной школе вместе с филиалами, которые есть в Светлом, в Кангазе и в Кангасчике. В прошлом году нам удалось убедить руководство, чтобы увеличить штатное расписание, чтобы могли преподавать и в Кангасчике. Созданы хорошие условия для этого, и руководством автономии делается все для того, чтобы дети обучались в хороших условиях и как можно больше знаний получали от педагогов. Я удовлетворен тем, что мы увидели в Кишиневе, какой прекрасный концерт. Какие у нас прекрасные музыканты. Весь Кишинев содрогнулся от того, что увидели. И не только этот концерт. У нас много мероприятий культурных проходит в Гагаузии. И мы можем смело сказать, что на очень высоком уровне работают все наши музыканты. И мы в этот день хотим подарить один музыкальный инструмент. Я знаю, что вы нуждаетесь в этом. Саксофон тенор. И думаю, что это даст, наверное... Да, у нас, кстати, по этому поводу, я сказал спасибо. Спасибо. Да. По поводу духового инструмента саксофон, у нас сегодня мы услышим начало ансамбля духовиков и, естественно, инструмент, который является, так скажем, низкими частотами духового оркестра, это саксофон тенор. И его у нас нет, кстати. Спасибо. Теперь есть. Нам удалось и в этом году увеличить штатное расписание для того, чтобы уже могли спокойно работать педагоги в Кангазе. Теперь свободно смогут обучать детей. Там набираются, сколько, 2 группы, да? Или... Всего 45 детей. 45 детей. В следующем полугодии, не полугодие, а учебном году будет где-то в районе 60. Вот это нас радует, потому что культура с каждым годом у нас на самом высоком уровне становится. И хочу еще сказать вам о том, что мы ведем переговоры с посольством Чехии. Сейчас готовим проект для того, чтобы оснастить музыкальными инструментами музыкальную школу. Мы от вас получили это письмо, в чем вы нуждаетесь. И очень надеемся на то, что на следующий год
при поддержке посольства Чехии мы сможем предоставить возможность получить вам еще несколько музыкальных инструментов, в которых вы нуждаетесь. Мы всегда рады подсобить, помочь, в чем нуждается музыкальная школа. Обращайтесь. И я вижу, у вас здесь атмосфера хорошая, есть у вас уют, есть условия. Созидайте, давайте знания детям и в добрый путь. С праздниками вас, с наступающим Рождеством и с Новым годом. Всего хорошего. Начинает наш концерт. Я уже сказал, что младший хор. Приветствуем. Младший хор у нас споет два произведения. Михаил Кулца «Чушмя», песня на гагаузском языке, и рождественская песня. Руководит хором Хаджи Валентина Михайловна, концертмейстер Валентина Валентина.
ученик, который занимается в Кангазе. Преподаватель Мишонов Михаил Михайлович. Играет нам урок Бетховена. Концертмейстер Наталья Георгиевна Станцой. Это Кангаз. Появился инструмент, обучение на инструменте, который называется най. И вот сейчас ученик 1 класса, Миша Тимофей, сыграет вам молдавскую песню на най. Аккомпанирует ему его преподаватель Илья Юрьевич. Саша, ученик 1 класса, сыграет на кларнете три песни «Елочку» и «Оклад». Преподаватель Дорога Федор Петрович.
младших классов. Асошник «Хорошее настроение». Руководитель Михайлюк Нина Михайловна. Класс преподавателей Коренева Людмила Алексеевна. Третий класс Карабулут Лера исполнит вам
украинскую народную мелодию. Класс преподавателя Пироговой Елены Степановны, концертмейстер Сакара Елены Степановны. Миша Тимофей сыграет вам на песенку «Маленькая елочка». На аккордеоне в этот раз, да. Он у нас учится по 2 специальностям. Рашиору Азад, 3 класс, исполнит на фортепиано пьесу, которая называется «Баба-Яга». Класс преподавателя Сакара Елены Степановны.
стадионе Гагаузской мелодии. Класс преподавателя Тимурова Ивана Ивановича. Пятый класс. Джазовая пьеса. Класс преподавателя Муркова Татьяны Демьяновны. Саша Сапоглы, пятый класс. Вальс Грибоедова. Класс преподаватель Михайлюк Николай Матвеевич.
второго класса саксофон Семенова Тая. Исполнит русскую народную песню «Уж как в ополе калинушка стоит». Класс преподавателя станет Николай Степанович. Наталья Георгиевна. Ладырчин Саша, 3 класс. Класс преподавателя Митюкова Иван Иванович. Ансамбль духовиков исполнит очень известную мелодию, которая называется «Бесом и мочем». Thank you.
многочисленных коллективов, старший хор и оркестр народной музыки «Далджаз». Поэтому немножко вот пока их расставим. Старший хор исполнит два произведения. Илья Филин «Гагаузия моя» и украинская народная песня «Щедро». Руководитель хора Михайлюк Нина Михайловна.
джаз исполнит два произведения. Болгарская народная мелодия соло скрипки и саксофона и вторая песня «Кубанчик». Руководитель оркестра Витиогла Иван Иванович. Когда я выступала, sevgili dostum, uzak uzaktan sevgili dostum. Kuvancı kuvan, yelece
çekirci Koydum ona ben güzel çekirci Kuvacı kuvan yine silfeci Kuvacı kuvan çekirmişçi Yapacağım ondan bal sizin için 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 Ну вот, наши уважаемые зрители, коллеги, родители, гости. Наш концерт подошел к концу. Мы благодарим вас за внимание и надеемся, что это станет традицией, и мы увидимся с вами еще много-много раз. Спасибо. Да, пожелаем вам всего хорошего в следующем году, здоровья детям, вам, чтобы они без сбоя ходили на уроки в музыкальную школу и трудились, потому что это, в конце концов, может стать их хлебом, и хобби, и для вас радостью в душе. И всех ребят, которые и участвовали, и присутствовали на сегодняшнем концерте, приглашаем в 8-й кабинет на сладкий стол. Пожалуйста, можете проходить, ребятки. Всех с Новым годом!